Итак, в нашей программе «Потенциал» сегодня участвует Айбек Узбекович Чутонов. Он является начальником управления правовой пропаганды Министерства юстиции Кыргызской Республики. И вчера Министерство юстиции в гостинице «Хаят» провело замечательное торжество, на котором были награждены и дети, и журналисты. Подробнее об этом мы предоставляем слово Айбеку Узбековичу для того, чтобы вы рассказали, что за мероприятие, кто был награжден, за что был награжден. Доброе утро. Да, действительно, вчера мы провели такое большое знаковое событие для Министерства юстиции. Мы вчера награждали наших школьников, наших студентов и, как вы уже сказали, журналистов страны. Мы 2 месяца назад объявляли конкурс на лучшее освещение темы правовой культуры в Кыргызской Республике, а также дети нарисовали рисунки на тему «Правовая культура глазами детей», и студенты написали эссе на тему «Правовая культура в нашей жизни». В этих 3 категориях мы выбирали победителей. Были созданы 3 комиссии с участием филологов, с участием журналистов и вообще представителей неправительственных организаций. Да? И, конечно же, и в составе были члены от Министерства юстиции. Нам было очень приятно, что со всей страны пришли работы. Например, от детей поступило более 400 работ. И нам было очень сложно выбирать 3 победителей. Конечно, были и поощрительные призы для детей. И самыми активными, я могу сказать, что были очень дети. Потому что они потом часто нам звонили, спрашивали, выиграли они, не выиграли они. И поэтому у нас было очень много поощрительных призов для детей тоже, конечно. Студенты тоже активно приняли участие. Журналисты были очень активны. Пришло более 70 работ от журналистов на тему повышения правовой культуры населения. И с учетом этого вчера мы подводили итоги, наградили всех ценными призами. Ну и по ходу дела, конечно, подвели итоги деятельности Министерства юстиции за 2016 год. А вот особенно в рисунках детей, что вас удивило, может быть, что вас заинтересовало, что-то вы для себя новое открыли, может быть? Вы знаете, вот рисунки детей нас очень удивили. То есть все равно у детей какое-никакое было понятие правовой культуры, но каждый видит его по-своему. То есть для кого-то было, допустим, конечно, это для нас было немножко печально, что были рисунки, которые говорили о том, что не должно быть насилия в семье, да? То есть это тоже говорит о том, что может быть какие-то проблемы у ребенка. Но часто говорили о том, что нельзя нарушать закон, многие говорили о своем праве на образование, праве на счастливую жизнь. Да? То есть очень разнообразные были рисунки, были очень хорошие были рисунки, и поэтому нам было очень трудно выбирать из этих работ. А возрастная категория как вы определяли? Вначале вот в конкурсе, и потом, например, победители, сколько им лет? Вот мы объявляли конкурс в категории, то есть для детей это школьного возраста с 1 по 5 класс, студенты, то есть здесь уже мы не ограничивали, и журналисты, соответственно. Победители наших школьных были 1-2 места 2 класса дети и 3 место ученицы 5 класса. Да, конечно, мы еще поощрительным призом еще 4, это тоже так варьируется, 4-5 класс. Также нам было очень приятно, что Военно-Антоновский детский дом, тоже воспитанники этого учреждения тоже приняли участие, 10 человек. Мы их тоже отдельными призами наградили новогодними. И в принципе, да, вот категории. Планируете ли вы организовать выставку, скажем, вот из работ, которые были присланы на конкурс, вот, или, может быть, как бы выставить на своем сайте, может быть, работу победителя, чтобы другие дети могли посмотреть и как бы в следующем году и равняться уже, вот надо бы рисовать так, нужно освещать так. Я вам хотел сказать, как раз я не успел. Вчера и была выставка в Хаяте, то есть самые лучшие, где-то порядка 30 работ мы отобрали, мы ее выставили, мы, прежде чем начать свое мероприятие, начали именно с выставки. Здорово. То есть, да, были бы уже интервью у детей тоже брали, показывали все эти фотографии. Мы обязательно эти все картины выставим на нашем сайте, и люди могут посмотреть, как дети видят эту правовую культуру. Да, потому что говорят, что истина глаголит устами ребенка, и было бы интересно действительно, как наши дети видят это право, потому что следующее поколение, они будут устанавливать свои правила и свое право.
Да, действительно, я с вами в корне согласен. И именно сейчас надо ориентироваться на детей. Поэтому Министерство юстиции в этом году приняло концепцию по повышению правовой культуры населения. Согласно этому документу, теперь, начиная с 2018-2019 года, так как требуется большая подготовительная работа, с 1 по 11 класс будет вводиться предмет в школах по правовому воспитанию детей. Потому что мы считаем, что нужно для того, чтобы радикально поменять ситуацию в этом направлении, именно нужно воспитывать новое общество. И начиная с детского садика тоже, и вот с 1 по 11 класс будут вводиться такие предметы. Естественно, это будет под контролем Министерства образования, будут готовиться отдельные учебники, какие-то материалы для, допустим, детей дошкольного возраста, будут готовиться какие-то мультфильмы, да, такие образовательные. Для детей с 1 по 5 класс, с 5 по 9 и с 9 по 11 класс будут отдельные учебники издаваться, будет, соответственно, переподготовка всех учителей, которые будут преподавать им этот предмет. Я думаю, что по окончанию этой концепции, но она закончится в 2020 году, я, конечно, не надеюсь, что она сразу же как бы даст свои плоды, но мы, по крайней мере, заложили фундамент. Если она свои даст плоды через лет 10-15, когда у нас будет новое поколение, новое общество, оно будет такое с высоким чувством правосознания. Но пока сотрудники вашего министерства, они читали лекции в школах. Скажем так, на какие темы они читали? Эти темы задавали вы или дети просили вот рассказать о том-то, о том-то? Совершенно верно. Мы как раз-таки во исполнении этой концепции уже поехали по всем школам. Наши сотрудники, наши региональные управления тоже, университеты и в школах. Мы говорили на разные темы. В основном, какие интересуют детей. То есть это самое, да, какие последствия их ждут, да, при правонарушении каких-то, где могут нарушаться их права и как они могут их отстоять. В основном мы, да, разговаривали с педагогами, какие примерно интересуют темы, и поэтому на эту тему готовили наши лекции и выступали. Случилось ли, например, может быть, с вами делились ваши коллеги, например, что дети, например, задавали вопросы по каким-то своим проблемам, потому что мы часто, вот, когда бывают трагичные случаи, узнаем, например, о большой силе, например, рэкета в школе. Вот. Потом вчера вот буквально я читала отчет, например, о возрастающем числе суицидов среди подростков, например. Все это связано с правами ребенка, может быть, с тем, что не в семье, может быть, не в школе, как сказать, до этого работа по правовой грамотности, она велась не на достаточном уровне. Если у детей какой-то способ, например, обратиться за правовой помощью, вот, чтобы узнать, как им поступить в той или иной ситуации, когда окружающие, может быть, родители где-то в миграции, там, на заработках, может быть, там, преподаватели заняты там, большим объемом, так сказать, работы. Детям куда могут обратиться в таких случаях? Есть какой-то канал связи? Как такового канала связи у Министерства юстиции нет из детей. То есть мы как бы не подразделяем, да, деятелей. Если нам обратятся дети, естественно, мы им поможем. Но есть в каждом районе есть социальные работники, которые знают, где, в каких семьях такие тяжелые случаи, либо отсутствие родителей, либо какие-то проблемы. Они с ними постоянно работают. То есть есть и психологи. Министерство социального развития, я думаю, что в этом направлении тоже работает. Но мы, конечно, со своей стороны, когда ездим по школам, мы как бы готовы ответить на любые вопросы. Если дети поднимают вопросы эти, мы, естественно, на них ответим. И вот я говорю в том, что суть этой концепции, чтобы мы работали именно с детьми тоже. Это отдельный блок, по которому мы будем именно воспитывать наших детей. Правовой грамотности, правовому воспитанию, чтобы они знали не только свои права, то есть права человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Вот эту суть мы должны вложить в детей. Если дети с раннего возраста это поймут, и когда они вырастут, уже таких проблем в обществе не будет с нарушением прав других людей. А подкреплено ли это с финансовой стороны, скажем, ваша концепция? Потому что это предстоит огромный объем работы для того, чтобы написать учебники, там, гонорары платить, чтобы эти книги печатать, может быть. Да, действительно. Я могу сказать, что была финансовая оценка этой концепции. Реализация этой концепции обойдется нам около 150 миллионов сомов. Часть из них покроет республиканский бюджет, часть мы планируем покрыть за счет международных наших партнеров. Часть из них уже подтвердила, что они будут принимать участие в реализации этой концепции, так как она очень важная, и я думаю, что мы ее эффективно реализуем.
И об итогах 2016 года самые примечательные, скажем так, мероприятия Министерства юстиции за 2016 год. Что у вас вот больше всего, как бы сказать, ближе к вам по душе? Либо вот что-то запомнилось, прям врезалось прям так? Да, действительно. Вот насчет повышения правовой грамотности и правовой культуры населения Министерство юстиции провело ряд акций. Вообще визитная карточка Министерства юстиции стала оказание бесплатной юридической помощи. В этой связи Министерством юстиции в уходящем году проведено ряд акций, то есть это мы проводили флешмобы на площади, да, на День Конституции, мы говорили о конституционных правах людей, и все это закончилось таким символическим флешмобом на Старой площади. Далее на День юриста 22-23 июня, свой профессиональный праздник, сотрудники министерства вместо того, чтобы идти на корпоратив, мы вышли людям на улице, создали временные пункты по оказанию бесплатной юридической помощи по всей стране. После этого, через пару месяцев, мы повторили данную акцию. Кроме того, мы запустили такой новый проект под названием «Автобус солидарности». Это 2 автобуса, они ездят по Орской, по Чуйской области, в составе которого наши сотрудники, нанятые юристы, и они выезжают в каждое Укмыту для того, чтобы оказывать бесплатную юридическую помощь населению в отдаленных районах страны. И я думаю, по итогам мы подвели порядка 15-20 тысяч человек, получили бесплатную юридическую помощь в этом году. И в этом направлении мы и дальше будем продолжать эту работу. Мы открываем также постоянные центры по оказанию бесплатной юридической помощи, потому что чтобы люди не ждали вот этих акций, они могли спокойно прийти в эти центры и получить квалифицированную юридическую помощь. Из ваших, скажем так, записей, может быть, которые вы подводили для себя, вот с какими вопросами чаще всего население обращается? Это в основном, знаете, земельные вопросы, вопросы семейного наследства. Многие из них, действительно, наши граждане не знают свои права, они не знают элементарно, как получить документы. Да? Из-за отсутствия такой, знаете, правовой грамотности наши люди, допустим, вновь, которые женились, они не получают свидетельство о заключении брака. Из-за того, что они не получили свидетельство о заключении брака, соответственно, они не могут получить свидетельство о рождении. Дальше не могут устроить детей в садики, в школу и получить паспорт. То есть одна проблема порождает за собой другие проблемы, что это потом рождает такие негативные настроения в обществе. И люди на местах потом считают, что государственные органы, государство в целом для них ничего не делает. Чтобы снять это такое напряжение в обществе, поэтому Министерство юстиции выезжает прямо на места, чтобы оказывать правовую помощь, чтобы говорить им, показывать путь, каким образом они могут решить эффективно свои проблемы. Не обязательно перекрывать дороги из-за этого, да, выходить на митинги. Есть спокойные правовые способы, как решать свои проблемы. Об этом мы хотим донести до людей и сказать им. Поэтому Министерство юстиции и дальше будет продолжать свою работу в этом направлении, чтобы наши люди знали свои права, чтобы не забывали о своих обязанностях и эффективно могли их защищать. Мы сейчас послушаем композицию Даррен Хейса, которая называется «So Beautiful», после чего мы продолжим разговор. Like an ocean needs the sand, or a dirty old shoe that fits. And if all the world was perfect, I would only ever want to see your scars. You know they can have their universe, we'll be in the dirt designing stars. Darling, you know you make me feel so beautiful. Nowhere else in the world I wanna be. You make me feel so beautiful. Oh, oh. Whether I'm up or down, there's no crowd to please. Like a faith without a clause, to believe in it.
You make me feel so beautiful. I have lost my illusions, I have drowned in your words, I have left my confusion to a cynical world. I am throwing myself at things I don't understand. Discover enlightenment, holding your hand. You are so beautiful. Итак, это программа «Потенциал». И сегодня у нас в программе «Потенциал» участвует Айбек Узбекович Чутонов. Он является начальником управления правовой пропаганды Министерства юстиции Кыргызской Республики. Мы сегодня говорили о награждении школьников, студентов и журналистов по теме правовой пропаганды, правовой культуры, которая прошла вчера в Хаяте. И школьники, мы говорили более детально о том, какие рисунки прислали дети, кто участвовал в этом темах. Мы говорили об итогах тех мероприятий, которые были проведены для повышения правовой грамотности населения. Мне нравится высказывание Гёте, которое говорит, что чего не понимает, тем не владеет. Мы начинали с этой цитаты нашу серию передач о финансовой грамотности, о том, как правильно использовать свои средства. И вот с Министерством юстиции, благодаря помощи управления правовой пропаганды, мы ведем серию передач для того, чтобы специалисты, сотрудники Министерства юстиции освещали те или иные проблемы, для того, чтобы наше население больше знало о своих правах и могло отстаивать их, и в то же время уважать чужие права. Итак, Айбек Узбекович, мы предоставляем вам слово для того, чтобы вы поделились с нашими радиослушателями самым важным, что они должны знать, с чем бы вы хотели с ними поделиться. Спасибо большое. Действительно, тема повышения правовой грамотности, правовой культуры, правосознания наших граждан – это очень важно. Многие люди должны понимать, что пока мы не научимся уважать законы, пока не научимся соблюдать законы, пока мы не научим этому наших детей, ни о каком развитии Кыргызстана не может быть и речи. Я могу с уверенностью сказать, что все самые развитые государства в мире, они прежде всего начинали с права. То есть они уважали права других, права граждан, они соблюдали закон. Если соблюдается закон, соответственно, и привлекаются инвестиции. Будут инвестиции, будут соответствующие рабочие места, и уровень жизни населения будет подниматься соответственно. Поэтому мы должны понимать, что пока мы все это не достигнем этого, нам будет тяжело достигнуть каких-то хороших результатов. Поэтому мне бы хотелось призывать всех наших граждан, чтобы, во-первых, они сами уважали права другого человека, уважали законы страны, соблюдали их и научили этому, соответственно, наших детей. Потому что дети, они копируют нас. Что делают родители, то и будут делать родители, соответственно, дети. Поэтому у меня такой больше призыв. И хочу сказать, что тема детей, образования детей, я хочу сказать, что в этом году Министерством юстиции разработан такой цикл передач. Он называется «Азбука права». Это для детей дошкольного, школьного возраста. Передача была снята именно с непосредственным участием детей. Это был цикл передач, то есть там на тему патриотизм, законность, конституция и так далее. И мы хотели это показать, как дети видят эти темы, то есть что такое патриотизм и так далее. И потом непосредственно наши репортеры уже рассказывали, как нужно будет в том или ином направлении действовать, детям в той или иной ситуации себя вести и как правильно понимать. Поэтому она будет уже крутиться по телеканалам, и в следующем году мы будем снимать эти передачи. Можете посмотреть и показать своим детям. Когда мы говорили с одним из сотрудников вашего управления, он говорил, что эти видео размещены на сайте Министерства юстиции, и мы договаривались о том, чтобы эти видео получить для нашего сайта, на наш канал YouTube, для того, чтобы наша аудитория тоже могла увидеть эти фильмы. Дело в том, что вы до этого тоже снимали ток-шоу «Ойду Орду», насколько я знаю. И новая серия, «Азбука права», именно которая рассчитана на детей для школьного возраста. Спасибо большое, с наступающим вас Новым годом. Я благодарю за то, что... Дело в том, что вообще все лучше в нашей стране, для того, чтобы было жить в этой стране лучше и интересно, делают именно такие люди, которые приходят к нам в гости. Вот как, например, сегодня Айбек Узбекович Чутонов, начальник управления правовой пропаганды Министерства юстиции Кыргызской Республики, как вчера педагоги, которые мы приглашали в гости к нам в нашу студию, врачи, которые приходят нам рассказывают. Это они рассказывают для того, чтобы вы знали больше и могли изменить своими руками свою жизнь. Спасибо вам за участие. Спасибо большое.